Оглашается приговор имени Российской Федерации. 26 мая 2023 года, город Сыктывкар, Сыктывкарский городской суд Республики Коми. Пункта Б, части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ приговорил признать Порядина Михаила Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, части 4 статьи 159, пункта Б, части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы по части 3 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ сроком на 7 лет со штрафом в размере 400 тысяч рублей. По пункту Б части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ сроком на 4 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 3 года. По совокупности преступлений на основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Порядину наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 3 года. Меру пресечения Порядину до вступления приговора в законную силу оставить без изменений заключения под стражей. Срок отбывания основного наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Срок дополнительного наказания исчислять со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения. Зачесть срок отбывания наказания время содержания Порядина под стражей с 24 октября 2021 года и до вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы. В соответствии со статьями 104 прим. 1, 104 прим. 2 УК РФ конфисковать в доход государства, полученное Порядином в результате совершения преступления, предусмотренного пунктом Б части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ, денежные средства в размере 192 миллиона 455 тысяч 336 рублей 33 копейки. Признать Минеева Максима Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных в части 4 статьи 159, пункта Б, части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ сроком на 4 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей. По пункту Б, части 4 статьи 174 прим. 1 сроком на 2 года со штрафом в размере 150 тысяч рублей. По совокупности преступлений на основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказания окончательно назначить Минееву наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу. Меру пресечения Минеева до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. Признать Игнатьева Николая Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пункта Б, части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы. По части 4 статьи 159 УК РФ сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 250 тысяч рублей. По пункту Б, части 4 статьи 174 прим. 1 УК РФ сроком на 2 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в общественных некоммерческих организациях сроком на 3 года. По совокупности преступлений на основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказания окончательно назначить Игнатьеву наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в общественных некоммерческих организациях сроком на 3 года. Меру пресечения Игнатьеву до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. Осужденный приговор понятен? Понятен? Да, судебное заседание объявляется закрытым. Сюда, потом в СИЗО может быть. Давай тогда, может, в СИЗО. Куда? Медикаменты все сюда. Это хотят, да? Паспорта с собой нет, да? Паспорт есть. Что? Сумочку внизу, я понимаю. Пока.